церковно-административном отношении Якутский край последовательно входил в состав Тобольской, Иркутской и Камчатской епархий. Образование Якутской епархии неразрывно связано с именем архиепископа Иннокентия Вениаминова. С момента основания в 1870 году Якутская епархия находилась на особом привилегированном положении в связи с природными и климатическими условиями края, обширностью территории, отдаленностью от центра, низкой плотностью, менталитетом и языком населения, влиянием шаманизма. К 1919 году в Якутии существовало 134 церкви, из которых только 8 были возведены в камне. Храмы формировали архитектурный облик города Якутска, а сельские выступали, современными словами, культурно-информационными центрами, где население имело возможность соприкосновения с российской и общемировой культурой. В храмах жители Якутии узнавали о войнах, смене императоров и других государственных событиях. Приходские храмы имели библиотеки, а с середины XIX века церковно-приходские школы и школы грамоты. В 1845 году рядом с деревянной на средства якутского купца первой гильдии Михаила Соловьева была построена каменная одноэтажная церковь с колокольней. В январе 90-го при церкви было открыто церковно-приходское попечительство с 28 членами. Прихожанами церкви являлись жители города Якутска. В 1909-м их было 280 человек. В советское время в каменном здании Преображенской церкви был размещен филиал Центральной библиотеки ЯССР. Деревянная Преображенская церковь сгорела во время пожара в 1927 году. В 2005-м в храм была перенесена епископская кафедра, и он получил статус Градо-Якутского кафедрального собора. Градо-Якутская Преображенская церковь. Ныне в этой церкви находится кафедра епископа. То есть теперь это у нас самый главный храм всей республики, нашей Якутской епархии. В свое время, после установления советской власти, естественно, все церкви, так же и как эта Преображенская церковь, она потеряла свой статус как церкви, и советское правительство Якутская ССР города Якутска использовали ее как место для общественных объединений. В том числе в 30-е годы здесь был клуб «Освояхим», это то есть прообраз современного ДОСААФа, а впоследствии здесь был книжный фонд, ну и, соответственно, были уничтожены сама колокольня, естественно, вся утварь церковная была утрачена. И вот в 90-е годы в связи уже с восстановлением вообще православия в России эта церковь была отреставрирована на средства компании «Аларос». Начало строительства Троицкого храма относится к 1708 году. Через 20 лет, к 1728, строительство было завершено. В 1840 году было проведено обследование здания собора и выявлена деформация стен. Поэтому в 1858 и в 1901 проводились ремонтные работы. Здание Троицкого собора было трехпрестольным, каменным, с отдельно стоящей каменной колокольней и каменной оградой. В 1870-м в связи с образованием Якутской епархии собор получил статус кафедрального,
с размещением в нем епископской кафедры. При соборе действовала библиотека исторического и духовно-нравственного содержания. Храм примечателен тем, что 19 июля 1859 года в соборе была впервые совершена божественная литургия на якутском языке. Евангелие на якутском языке читал архиепископ Иннокентий Вениаминов. Один из очевидцев писал: «С раннего утра толпы народа спешили к соборной церкви. Тут были и якуты, были и русские, большая часть которых знает якутский язык. Первые звуки якутского языка, на котором отправлялось решительно все богослужение, казались удивительными и для самих якутов». Прихожанами собора являлись жители города Якутска в количестве 241 человек. В годы советской власти в перестроенном здании собора размещался Якутский музыкально-драматический театр, а в постсоветское время музыкальный салон «Чароит» и театр эстрады. Кафедральный собор. Один из самых главных соборов в дореволюционный период нашего города Якутска. Мало того, это первая вообще каменная церковь вообще на территории Дальнего Востока. Здесь же рядышком, рядом с Троицко-кафедральным собором, стояло и первое каменное здание воеводской канцелярии, которое было разобрано в конце 80-х годов 20 века. Но дальнейшая история, как и всех храмов, очень схожа с другими храмами. Поколение моих родителей, они его знают именно как театр. А в моем поколении уже это 80-е, 90-е, здесь находился в этом здании известный музыкальный салон «Чароит». В истории новейшей уже России это здание было передано от Министерства культуры в Якутской епархии. На данный момент там ведется реставрация. Ну и надеемся, что хотя бы к 400-летию города Якутска данный объект будет отреставрирован. Сейчас на исторический центр нашего города Якутска середины 17 века. Именно здесь, где собственно, стоит музыкальный наш государственный театр. Это все как раз части якутского острога и якутского Кремля. Мы сейчас находимся на историческом месте города Якутска, именно середины 17 века. Нужно понимать, что первый Ленский острог был заложен примерно в 80 верстах от города Якутска, и на противоположном берегу, как раз где сейчас находится у нас музей-заповедник «Дружба». И где-то через 10 лет, уже в 1943 году, город Якутск, собственно, Ленский острог, впоследствии Якутский острог и город Якутск был перенесен в современную долину Туймада. А уже в 80-е годы 17 века было решение о переносе города, Якутска, а город раньше назывался, это термин имеется в виду как раз самого Кремля, якутского Кремля и якутского острога. Решение было о переносе именно на эту местность, то есть нынешняя улица Каландашвили, улица Петровского, часть проспекта Ленина и улица Марка Жиркова. Это есть часть именно древнего нашего якутского Кремля и острога. А именно во дворе Якутского Кремля находилось именно все управление Якутского уезда, впоследствии Якутской области. Здесь же как раз рядом, вокруг этой башни нашей надвратной, был разбит первый сквер города Якутска. То есть именно здесь наши горожане посадили редкие кусты, которые у нас растут в долине Туймада. Здесь работал фонтан. Каждое лето, в выходные дни, здесь играл оркестр, духовой оркестр. Поэтому это было до революции одно из самых любимых мест горожан. Они, собственно, здесь отдыхали под музыку. То есть это были очень прилично одетые люди. Именно казачий караул здесь поддерживал порядок. А, собственно, здесь, где у нас сейчас находится республиканская прокуратура, раньше стоял именно дом губернатора. Вторая
каменная Николаевская трехпрестольная церковь с колокольней была построена в 1852 году на средства купца первой гильдии Ивана Шилова. В 1873 году рядом с церковью была построена деревянная колокольня, но в 1891 во время подъема колокола она была сломана. Каменный храм относился к типу теплых, толщина его стен была более метра. Он был поставлен на ленточный фундамент из бутового камня с глубиной закладки в 2 метра. В 1909 прихожанами церкви являлись горожане Якутска в количестве 252 человека. Указом Президиума Верховного Совета Якутской ССР в 1939 церковь была закрыта, перестроена и переоборудована. В 1939 в ее здании были размещены партийный архив, канцелярия городской архитектуры и библиотечный коллектор. Сейчас мы стоим на алтарной части, восточной части Городоякутской Богородицкой церкви. Данная церковь, по данным Инны Игоревны Юргановой, по книге «Церкви Якутии», была построена в 1773 году. Но нужно отметить, что кроме этой каменного здания Богородицкой церкви, еще вот на этой стороне, где сейчас находится Якутская семинария, до 22 года стояла деревянная Богородицкая церковь. Она была вот именно с точки зрения архитектуры более уникальная, потому что именно под конец 19 века, начало 20 века в городе Якутске церквей деревянных практически не сохранилось. А в этой церкви Богородицкой деревянной были как раз все элементы культового строения именно вот 17-18 веков. Дело в том, что саму вот эту деревянную Богородицкую церковь, она была разобрана в 22 году в период осады города Якутска. Это был сложный период гражданской войны в Якутии. И вот было решение властей якутских разобрать саму церковь и использовать ее в качестве топлива для якутской электростанции. А кроме того, этой Богородицкой церкви еще и были разобраны остатки якутского древнего Кремля 17 века. Вот это был такой период, потому что на тот момент город Якутск был большой, были очень много общественных объектов, и нужно было электричество. Вот пришли, к сожалению, к такому мнению. Очень популярных среди туристов города Якутска, они про нее знают, они ее почитают, потому что вот подобная архитектура, да, вот именно использование вот этого старого кирпича, и видите, сколько здесь и наличники каменные здесь есть. Очень много элементов художественных, которых очень уникальны вообще для зоны Восточной Сибири. Материалом историческим, да, вот в свое время очень активно этим занимался Владимир Ильич Фестерев. Вот в одной из его сборников, «Исторические миниатюры» она называлась, он как раз рассказал такую историю, она была напечатана, о том, что когда у нас отбывал ссылку Бестужев-Марлинский, декабрист, он обнаружил могилу своей родственницы. Сама, конечно, Бестужева Ягужинская, она была очень такая знаменитым человеком именно в Санкт-Петербурге. Она была участником царского заговора, после чего она была как раз вот наказана ссылкой к нам в Якутию, именно в Якутск, и здесь она, и вот именно она здесь и была и захоронена. Но могила у нее была как раз, как описывал, есть фотографии, где изображен, да, вот эта могила. Она у нас стояла при входе именно в эту Богородскую церковь, в ограду Богородицкой церкви. И сейчас вот ты потом, вот, Алексей, покажешь, да, сейчас вот как раз на этом месте, примерно на этом месте ведутся строительные работы. Вот примерное место, где как раз была захоронена Бестужева Ягужинская.
Но вот если сравнивать, опять же, с фотографиями, да, старой фотографии революционного Якутска, как раз один из снимков сделан именно с колокольни Богородицкая церковь, там эта могила, она видна. То есть, если там мы говорим, что это дорога как раз, да, которая шла именно основная на Иркутский тракт, то примерно там, где сейчас вот тротуар возле памятника Клавдия Красноярова, вот примерно, мне кажется, все-таки она там захоронена. И тут идет работа-то как раз именно вдоль улицы Красноярова. Я думаю, эту могилу они не затронут. А точно известно, что эта могила, ее никто не эксгумировал. В те времена, когда улицы расширялись, уже в советский период, она, скорее всего, вот под слоем нашего промышленного асфальта, каких-то вот таких вещей. Видно, да, вот чурочная мостовая, да, а сверху уже асфальт. То есть здесь мы чурочную мостовую видим где-то 50-х, 60-х годов 20 века. И она была захоронена вне. Ну, почему она вне? Потому что она была участником царского заговора. А, как известно, у нас царская семья – это помазанники Божьи. То есть она была, так бы сказать, против Бога. Поэтому вот решение было похоронить ее именно рядышком, вне ограды. Но здесь вот есть еще, да, уникальная икона, которая тоже по легенде считается, что это Бестужева подарила этой Богородицкой церкви Богоматерь. И как бы, опять же, вот в последнее время она считается как бы покровительницей, да, эта икона покровительница на города Якутска. Ой, тут главный факт именно в том, что эта церковь у нас тоже была трехпрестольная. И Никольская церковь у нас трехпрестольная. То есть это 3 престола. Градо-Якутская Богородицкая каменная трехпрестольная церковь с колокольней была построена в 1773 году на средства купца первой гильдии Барабанова. Она представляла образец московского барокко, использующего 15 видов кирпича с различным профилем. В церковной ограде располагалась старая деревянная однопрестольная Богородицкая церковь, построенная в 1760 году. Обе церкви имели богатую церковную утварь. Известно, например, что иконостас деревянной Богородицкой церкви включал большую икону «Страшный суд». В октябре 1899 года при церкви была открыта церковно-приходская школа. В 909 году прихожанами церкви являлись 193 человека, проживающие в городе Якутске, и крестьяне Новониколаевского селения Павловской волости. Торжественное освящение здания церкви состоялось в августе 2010 года с участием святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Здесь, вот в московских мастерских, был восстановлен именно иконостас, который раньше был в Градо-Чеченской церкви города Якутска. Это сейчас там, где у нас находится гостиница «Азия», более известная немецкая пожарная